Больница в Красногоровке одна на почти 20 тысяч человек. С началом войны здесь закрыли отделение реанимации, кардиологию и хирургию. Работает только терапия и стационар. Минимум 20 коек, где лежат в основном старики. Ехать за лечением в соседний город им тяжело. Нужна и очень нужна больница. Давайте как-то решать этот вопрос, чтобы мы... Как тут зимовать будем, неизвестно. Я никуда не захотела ехать. Уже было дальше поехать. Но я свою больницу всегда доверяла и любила. И тут осталась. Думаю, тут же как-то близко родственники. Хоть навестят, когда там, если далеко увидишь, так как же туда добраться? Там у меня там такие родственники, все старенькие уже. Надежда не встает с кровати. Раньше, таких как она, медсестры купали в душевой. Сейчас в стационаре воды нет. Водопроводы повреждены из-за обстрелов. Каждое утро медсестра Людмила ходит за технической и питьевой водой в соседнее здание. Десятки литров воды она приносит на 3-й этаж стационара в бутылках. Ходим каждый день. Пока погодные условия позволяют. Экономить медикам приходится не только воду. В стационаре нет отопления. Палаты прогревают электрическими обогревателями. Их и печки-буржуйки привезли волонтеры. Топят пеллетами, которые привезли благотворители из католической организации «Каритас». Вот это мы кидаем их. Вот это мы столько мешочков получили, тут сложили, чтобы никто их не украл у нас. Тут народ такой все. Вот это уже девочки дрова носят, бумаги с этого. На растопке собираем все коробочки, видите, все, что остается с аптеки. Запасов топлива в стационаре на всю зиму не хватит, говорят медики. Но закрывать отделение нельзя, иначе пожилые люди останутся без лечения.